И вот этот день настал. Впервые российские соревнования по разработке решений с применением технологий интернет-вещей. Техтрек-хакатон проводится в стенах Ингушского государственного университета. Сейчас на хакатоне будете предлагать свои идеи. Надеюсь, эти идеи приживутся. Надеюсь, эти идеи будут очень полезны для формирования взаимосвязанного, безопасного и умного мира в будущем. В этом хакатоне 5 команд, 100 участников и несколько регионов России. Кроме представителей нашей республики, здесь еще студенты из Ростова, Таганрога и Мариуполя. Вы такие молодые, активные, и перед вами сейчас весь мир и вся жизнь впереди. И участие в такого рода соревнованиях дает вам шанс наработать навыки еще до того момента, когда вы начнете искать свой профессиональный путь, свое место работы, то есть попробовать себя в самом-самом перспективном и самом интересном. После официального старта участники собираются на круглый стол. Тема интересная – будущее высоких технологий, сотрудничество регионов, вузов и бизнеса для цифровизации. В числе почетных гостей глава региона Махмуд Али Калиматов. Мы живем с вами в эпоху цифровизации, различных видов деятельности, внедрения технологий искусственного интеллекта в жизнь социального сектора и экономики, хозяйственного и государственного управления. Новое время требует большой оперативности в решении сотен проблем обработки огромного объема данных. Сегодня-завтра это общие задачи для регионов, как Северо-Кавказского федерального округа, так и Южного федерального округа, да и в целом в стране. Обмен практическими занятиями и опытом для достижения указанных целей крайне необходимо и нам, Республике Ингушетия, каждому субъекте Российской Федерации. Особенная надежда сегодня возлагается на талантливую молодежь. Ее продуктивное взаимодействие, творческие и интеллектуальные резервы. Президент Владимир Владимирович Путин в своем выступлении подчеркнул, мы с вами должны использовать все безграничные возможности, которые открывает прогресс, чтобы построить независимую, свободную, безопасную, комфортную для жизни страну в новых условиях, где искусственный интеллект стоит на службе человека. В нашем Ингушском госуниверситете особое внимание уделяет вопросам развития инновационных технологий в различных областях, таких как наука, образование, бизнес и другие направления. Российские студенты должны осваивать новые специальности, профессии, вести свое дело и выполнять работу с применением эффективных инструментов цифровизации. Безусловно, в ходе обсуждения вы откроете для себя дополнительные знания, укрепите конструктивный диалог студентов и ученых. Цели мероприятия далеко идущие – обсудить актуальные вопросы развития высоких технологий, а также выработать рекомендации по совместным действиям для цифровизации и инновационного развития предприятий региона и подготовки кадров для них. Актуальность взаимодействия университета с предприятиями, с учреждениями республики. Вот эта ответственность, которая лежит на университете, нами очень четко осознается, что мы должны служить научной образовательной площадкой, и что мы должны генерировать здесь основные идеи, связанные с современными технологиями, с тенденцией, которые каждый день преподносят нам все новые и новые открытия, элементы, проекты в технологизации и цифровизации нашей повседневной жизни. Хакатон объединяет представителей разных профессий с различными уровнями знаний и навыков и дает им возможность познакомиться с новой предметной областью под руководством специалистов-практиков. А такая творческая неформальная атмосфера способствует развитию технологического сообщества, считают участники. Самое главное, как я считаю, это знание хотя бы базовых основ и правильно распределить команду на обязанности, кто что будет выполнять. А как в вашей команде это устроено? На данный момент у нас трое занимаются программированием, а двое занимаются по типу дизайном и всем остальным. О стратегии цифровизации региона, основных перспективах и барьерах, важности подготовки кадров для высокотехнологичных предприятий рассказал исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития Адам Кукурхоев. На сегодняшний момент в России на 10 тысяч работников приходится только 10 роботов. То есть те роботы, которые на производстве
делают те же автомобили, те же станки, оборудование. То есть речь идет о роботизации. Владимир Владимирович Путин установил такую задачу, что мы должны до 2030 года войти в топ-25 стран по роботизации. Это о чем говорит? Что у нас сегодняшний показатель 10 роботов на 10 тысяч, мы к 30 году должны прийти 98 роботов на 10 тысяч специалистов. Это x9, почти x10 рост. Формат открытый. Участники задают вопросы, спикер же отвечает развернуто. В завершении глава региона вручил подарки школьникам из Мариуполя, а всем конкурсантам пожелал удачи на соревнованиях. Ведь программа насыщенная, у каждой команды свои планы и цели на этот хакатон. Во-первых, новых впечатлений, множество новых знаний. В Республике Ингушетия, естественно, мы впервые, и дети, и я тоже. Нас впечатляет, конечно, масштабы строек, нас впечатляет природа. И, конечно, мы ждем и надеемся на то, что в скором времени мы пригласим и вас к нам в гости, потому что в нашей республике тоже есть на что посмотреть. Соревнования продлятся до 22 ноября. В хакатоне 4 номинации. Лучшая команда. В рамках кейса «Умный город», «Искусственный интеллект», «Умный дом», а также «Индустрия 4.0». Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магаз 24.